Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию порядок заполнения декларации о доходах и имуществе, форма 270.00. Итак, начнем. Прежде чем начать заполнение, нам необходимо войти в мобильное приложение Е-Салық Азамат. Далее в левом верхнем углу нажимаем кнопку вызова меню. Здесь выбираем «Сдать декларацию». Перед нами высветится история подачи ФНО, где мы можем найти ранее представленные декларации и скачать по ним уведомления о приеме декларации. Переходим к выбору декларации. Нажимаем «Подать декларацию». Видим список деклараций, которые мы можем представить с помощью данного мобильного приложения. Чтобы начать заполнение декларации о доходах и имуществе, нажимаем на нее и переходим к заполнению. Здесь год проставляется автоматически 2021, поскольку мы отчитываемся по доходам за 2021 год, менять ничего не нужно. Далее переходим к виду декларации. Первоначальная отмечается, если декларация представляется впервые. Очередная, если декларация представляется за последующие налоговые периоды после представления первоначальной декларации. Дополнительная, если вносятся изменения или дополнения в ранее представленную декларацию. Дополнительное по уведомлению, если вносятся изменения или дополнение в ранее представленную декларацию на основании уведомления о выявленных нарушениях налоговым органом. В связи с тем, что я представляю декларацию впервые, выберу вид декларации первоначальный. А на следующий год мной будет выбрана очередная. После этого мы спускаемся ниже. Здесь нам нужно выбрать, за кого представляется декларация. Если мы заполняем от своего имени, то ничего менять не нужно. По умолчанию отмечается за себя. Если декларация представляется за недееспособное лицо, то нужно выбрать соответствующую метку и указать ИИН такого лица. Чуть ниже у нас идет ИИН, он выходит также автоматически. Следующий шаг – код органа государственных доходов, где мы выбираем тот орган государственных доходов, куда представляется декларация. Если человек, представляющий декларацию, зарегистрирован в качестве ИП или ЛЗЧП, то он представляет декларацию по месту нахождения ИП или ЛЗЧП. Это может быть супруга госслужащего, например. Если декларация представляется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве ИП или ЛЗЧП, то по месту жительства, то есть по месту постоянной прописки. Я, например, прописан в Исильском районе. Выбираю ДГД по городу Нур-Султан и УГД по Исильскому району. Следующая строка – это номер телефона. Он также высвечивается автоматически. Чуть ниже e-mail. Заполняем e-mail. Чтобы перейти к следующему разделу, необходимо поставить галочку, где мы отвечаем за достоверность сведений в декларации. Продолжить. Следующий шаг содержит в себе разделы, которые мы должны заполнить, чтобы задекларировать доходы, полученные в течение отчетного года. В нашем случае это 2021 год. И имущество постоянно 31 декабря 2021 года. Прежде чем приступать к заполнению данных разделов, рекомендую заранее посчитать сумму полученных доходов, вычетов, корректировок, рассчитать индивидуальный подоходный налог, а также приготовить просто наши документы по тем активам, которые вы будете декларировать. В случае, если вами приобреталась либо отчуждалась недвижимость, транспортные средства, доля участия в юридическом лице, ценные бумаги, инвестиционное золото, производные финансовые инструменты, доля участия в строительстве недвижимости, то по таким сделкам также желательно подготовить документы, которые являются основанием возникновения или прекращения права собственности. Раздел о доходах, подлежащий налогообложению источника выплаты. Чтобы перейти к заполнению сведений о доходах, нажимаем на эту строчку. В данном разделе необходимо отразить все доходы, полученные в течение отчетного налогового периода. Первая строка. Раздел «Доход, подлежащий налогообложению источника выплаты». Это доходы, полученные от налогового агента. Налоговый агент – это индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, на которых возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты. Например, заработная плата, начисленная работодателем, являющимся налоговым агентом. То есть, если вы осуществляете трудовую деятельность в какой-либо компании или в госучреждении по трудовому договору, и работодатель ежемесячно начисляет заработную плату, то такой доход необходимо отражать.
Также сюда необходимо отнести доходы в виде пенсионных выплат, дивидендов, вознаграждений, выигрышей, стипендий и так далее. То есть все доходы, выплаченные налоговым агентом. Предположим, в 2021 году вы проработали 8 месяцев, заработная плата за месяц составляла 300 тысяч тенге. Итого за 8 месяцев 2 миллиона 400 тысяч тенге. Кроме того, вы воспользовались своими пенсионными накоплениями, скажем, на коррекцию зрения, в сумме 750 тысяч тенге. Поскольку доход в виде пенсионных выплат относится к доходу, подлежащему налогообложению источника выплаты, данную сумму мы также включаем в строку «Доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты». Здесь у нас получится сумма 3 миллиона 150 тысяч тенге. Далее переходим к разделу «Доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно». Предположим, что мы получили в течение года доход в виде алиментов не от налогового агента 480 тысяч тенге, доход от сдачи квартиры в найм 1 200 000 тенге, доход от прироста стоимости 950 тысяч тенге, доход из источников за пределами Республики Казахстан 260 тысяч тенге. Так, обратите внимание, что алименты могут выплачиваться от налогового агента. Это когда у плательщика алиментов работодатель удерживает деньги заработной платы и перечисляет на счет получателя алиментов. И второй случай, это когда плательщик алиментов передает получателю деньги самостоятельно напрямую, то есть доход не от налогового агента. В этом случае мы указываем данную сумму в строке «Доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно». Таким образом, общая сумма дохода, подлежащего налогообложению физическим лицом самостоятельно, составила 2 миллиона 890 тысяч тенге. Затем строка «Имущественный доход». Здесь нам нужно отразить те суммы, которые мы получили от сдачи квартиры и от прироста стоимости имущества. Одним словом, имущественный доход. 1 200 000 плюс 950 тысяч тенге получается 2 миллиона 150 тысяч тенге. Ниже строка «Доход лица, занимающегося частной практикой». В данную строку сумма дохода переносится с последнего раздела, который называется «Для заполнения частным нотариусом, судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором», который в свою очередь должен быть идентичен сумме дохода, указанной в декларации по ЕПН формы 240. Данная строка заполняется для сведения. Еще ниже доход из источников за пределами Республики Казахстан, который мы получили в размере 260 тысяч тенге. Строка «Доход индивидуального предпринимателя» заполняется в случае, если декларация представляется индивидуальным предпринимателем, получившим доход от своей деятельности. Годовая сумма дохода переносится с форм налоговой отчетности в представленных им в соответствии с примененным налоговым режимом. Переходим к разделу «Общая сумма корректировки доходов» в соответствии со статьей 341 Налогового кодекса. Данной статьей предусмотрены доходы, которые исключаются из видов доходов. Как раз доход в виде алиментов в соответствии со статьей 341 исключается из доходов, подлежащих налогообложению. Поэтому сумму в размере 480 тысяч тенге мы переносим в данный раздел, тем самым уменьшаем налогооблагаемый доход, и налог с этой суммы у нас удерживаться не будет. Следующий раздел — это раздел «Сумма налоговых вычетов, не примененных налоговым агентом». В соответствии со статьей 342 Налогового кодекса налоговые вычеты применяются налоговым агентом и физическим лицом по доходам, подлежащим самостоятельному налогообложению. Так, приведем пример. Физическое лицо имеет право на применение стандартных налоговых вычетов при исчислении налоговым агентом суммы ИПН. Таким вычетом в том числе относятся вычеты в размере 1 МЗП в месяц. Это если считать по 2021 году. Как я уже ранее говорил, физическое лицо проработало 8 месяцев. За этот период ему была выплачена зарплата от работодателя с применением 1 МЗП в месяц. Таким образом, за календарный год применены налоговые вычеты в размере 8 МЗП, тогда как физическое лицо имеет право на 12 МЗП. Получается, что 4 МЗП не применены. Данную сумму мы применим при исчислении имущественного дохода, то есть 4 МЗП составляет 170 тысяч тенге. 42 500 умножаем на 4 месяца
Это будет 170 тысяч. Ее мы переносим в данный раздел. Переходим к исчислению ИПН. Строка сумма исчисленного ИПН по доходам, подлежащим налогообложению самостоятельно, включает в себя ИПН с доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно. При этом здесь не указывается ИПН с доходов от предпринимательской деятельности. Сюда мы записываем сумму исчисленного ИПН от налогооблагаемого дохода, то есть от дохода, подлежащего налогообложению физическим лицом самостоятельно. Таким образом, мы определим налогооблагаемую базу, где от 2 миллионов 890 тысяч тенге отнимаем корректировку дохода. Это вот алименты в размере 480 тысяч тенге. Также отнимаем налоговые вычеты 170 тысяч тенге. Получаем сумму облагаемого дохода в размере 2 миллиона 240 тысяч тенге. Сумма ИПН равна 224 тысячи тенге. Далее нужно заполнить строки по исчислению ИПН. Строка «Сумма ИПН с дохода лица, занимающегося частной практикой». Сумма ИПН заполняется автоматически с раздела для заполнения частным нотариусом, судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором, который находится в самом низу данной странички. Строка «Сумма исчисленного ИПН суммарной прибыли КИК» заполняется исходя из полученного дохода от КИК. Строку «Сумма ИПН с доходов из источников за пределами Республики Казахстан» мы указываем 26 тысяч тенге, поскольку, как говорил ранее, сумма дохода из источника за пределами Республики Казахстан составила 260 тысяч тенге. Далее идет раздел «Зачет иностранного налога с доходов из источников за пределами Республики Казахстан». Раздел заполняется в случае, если нами уплачен иностранный налог в той стране, в которой был получен доход из источников за пределами Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 статьи 359 Налогового кодекса сумма уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы с доходов, полученных из источников за пределами Республики Казахстан, подлежат зачету в счет уплаты ИПН в Республике Казахстан в пределах ставки ИПН в Республике Казахстан. Таким образом, если в иностранном государстве ставка ИПН больше 10%, соответственно, мы налог там заплатили больше, чем у нас в Казахстане. Но в зачет мы можем взять только ту сумму, которая равняется 10% ИПН в Казахстане. То есть сюда мы переносим сумму в размере 26 тысяч тенге. Это 10% от дохода. И в целях избежания двойного налогообложения он подлежит зачету у нас в стране. Итак, мы получаем сумму ИПН, которую нам нужно уплатить в бюджет. Это 198 тысяч тенге. Далее заполняем раздел «Сведения о приобретении имущества и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества». Нажимаем кнопку «Добавить». Указываем вид имущества, например, недвижимое имущество. Идентификационный номер. По недвижимому имуществу это кадастровый номер недвижимого имущества. Далее код страны, где зарегистрировано это имущество. Стоимость, по которой было приобретено это имущество. Источники покрытия расходов. Здесь необходимо отразить источник покрытия расходов. К примеру, ипотечный займ. Далее строка БИН источника. Здесь мы указываем БИН банка, в котором был получен ипотечный займ. Допустим, я приобрел в ипотеку через Жилстройсбербанк. Указываем БИН от Басбанка. И сумма, которую мы взяли в ипотеку. 12 миллионов 831 тысяча тенге. Здесь ниже у нас указывается общая сумма о приобретении имущества и сумма об источниках покрытия расходов на приобретение имущества. Данные суммы должны равняться одна другой. Следующий раздел «Сведения об отчуждении имущества». Аналогично предыдущему разделу мы здесь указываем вид имущества, идентификационный номер, в данном случае, допустим, кадастровый номер, код страны, где зарегистрировано имущество, фамилия, имя, отчество покупателя и ИН покупателя.
и указываем сумму, по которой мы продали недвижимое имущество. В случае, если мы продали несколько объектов недвижимости, то для перехода заполнения информации по следующему имуществу можем нажать кнопку «Добавить». И переходим к заполнению следующего вида имущества. Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме совокупности, превышающей 1000-кратный размер МРП. Чтобы начать заполнять данный раздел, нажимаем кнопку «Добавить». В данном разделе мы отражаем информацию об имеющихся по состоянию на 31 декабря деньгах на банковских счетах в иностранных банках. Обратите внимание, что деньги подлежат отражению в том случае, если их совокупная сумма по всем банковским вкладам превышает 1000 МРП. 1000 МРП это 2 917 000 тенге. Здесь необходимо указать идентификационный номер банковского учреждения, наименование банковского учреждения, код страны, где находится банковское учреждение, код валюты, в которой хранятся деньги, и сумма денег непосредственно в валюте указывается. Следующий раздел — сведения о дебиторской и кредиторской задолженности. Для начала необходимо указать вид задолженности, где К означает кредиторская задолженность. Это вы должны, и Д это дебиторская задолженность, это когда вам должны. И кредитора, то есть кому мы должны деньги. Так, указали им, где проживает кредитор. В данном случае Республика Казахстан. Выбираем код страны. Далее код валюты, в которой мы заняли деньги, и сумма задолженности. Скажем, 5 миллионов тенге. Хочу обратить внимание, что дебиторская и кредиторская задолженность подлежит отражению только в том случае, если сделка по такой задолженности нотариально засвидетельствована. Поэтому здесь необходимо указать и нотариуса, который провел нотариальные действия. Далее раздел «Сведения о наличии имущества за пределами Республики Казахстан». Выбираем вид имущества, идентификационный номер, код страны, в котором зарегистрировано имущество, и адрес регистрации. Следующий раздел у нас для заполнения частным нотариусом, судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором. Поскольку оплата ИПН лицами, занимающимися частной практикой, производится ежемесячно, здесь нужно заполнить доход и исчисленную сумму ИПН в разрезе каждого месяца. Допустим, январь. Всего доходов 100 000 тенге. И сумма ИПН 10 000 тенге. И так по каждому месяцу. Хочу обратить внимание, что при заполнении данных строк, выше строки у нас заполнены автоматически. Вот эта строка и данная строка. После того, как мы заполнили декларацию, нажимаем кнопку «Продолжить». Прежде чем отправить декларацию, мы также ее можем просмотреть. Нажимаем на кнопку «Предварительный просмотр». Перед нами вышла наша декларация, которую мы заполнили. Декларацию мы можем сохранить, отправить по e-mail, отправить по WhatsApp, Telegram и так далее. Для того, чтобы отправить, нажимаем «Подписать с помощью ЦП и отправить», либо подписать с помощью СМС и отправить. Дожидаемся СМС-пароль. Наша форма успешно отправлена. Здесь мы можем скачать уведомление. Это уведомление также можем отправить на e-mail, по WhatsApp, по Telegram, по различным мессенджерам. Все, декларация успешно принята. Спасибо за внимание. Всего доброго.